яркие разноцветные брызги красок. Цветные пятна растворяются, и появляется волшебный цветок. Карагандинский областной музей изобразительного искусства представляет проект с тифлокомментариями. Опять брызги красок, радужный цветок, воздушные шары и смеющиеся волшебные асики перебегают экран. Это переходная заставка от кадра к кадру. Теперь поверхность стола, на котором лежат краски, карандаши, кисточка и детский рисунок с изображением цветочка и человечка с шариком в руке. Вдруг влетает белый лист бумаги. Катится простой карандаш. Он непростой, а волшебный, встает и начинает быстро черкать по бумаге. Карандашные линии превращаются в черное пятно. И, о, чудо! Это уже не пятно, а нарисованный казахский мальчик с барашками и радио в руках. На голове его шапка малахай. Мальчик оживает, весело смеется и убегает. Лист переворачивается, карандаш опять быстро и весело черкает линии. И появляется девочка в платье с оборками и жилетке на белой яблоках лошадке. В руках у нее тоже радио, на голове тюбетейка с перьями. Оживший мальчик с барашками и девочка на лошадке возвращаются и играют, скачут друг другу навстречу по бумажному листу. Все переливается волшебным сиянием. В итоге они занимают свое положенное место на листе, замирают и становятся нарисованными персонажами. Между ними возникает надпись названия проекта «Детские забавы». Автор Айгуль Амарова. Снова брызги красок, воздушные шарики, смеющиеся асики пробегают, сменяя кадр. Выпуск номер 8. Мой океан. Художница Кочетова Наталья Вениаминовна. Картина санкт-петербургской художницы написана в 1981 году и является одной из ее лучших произведений. На живописном полотне изображена небольшая бухта, залитая солнечным светом, где на берегу в центре картины раскинулись рыбацкие промысловые утлые хижины. На крыше одной из хижин сидит мальчик, прикладывая к уху большую раковину, и прислушивается к шуму океана, который, по поверью, живет в каждой ракушке. В целом, это морской пейзаж, или правильнее будет сказать, маринистический пейзаж, где художница передала в колорите светло-синих и желто-песчаных цветов безмятежность детства на летнем берегу у морского залива, под ярким знойным солнцем, под которым выгорают добела и доски сколоченных крыш рыболовецких хибар, и мелкий песок бухты, и сети, расставленные для сушки, и прямые, нестриженные волосы мальчишки. Этот мальчик – главный герой картины, несмотря на ее пейзажный жанр. У края крыши из крепких досок маленького рыболовецкого сарайчика стоит деревянная лестница, по которой он поднялся наверх. Мальчик сидит посередине. Расположившись на белой ткани, которую он расстелил под себя на крыше из досок, побелевших от солнца и въевшейся морской соли. Здесь же лежат рыболовные снасти с поплавками из пробки, сверкают прозрачные кухтыли, стеклянные поплавки-шары с воздухом внутри. Сушатся морские звезды бледно-розового цвета. Лежит белая раковина гребешка. Все эти детали – владение героя картины, его морское царство. И все больше эти детали погружают нас, зрителя,
в морскую тематику картины. А мальчик держит в руках самый дорогой для него дар морей – большую раковину, заворачивающуюся спиралью нежно-розового цвета перламутровой створкой. Он держит ее как самую большую драгоценность сразу двумя руками. Очень осторожно поднимая к уху и вслушиваясь в звук, исходящий из глубины океанической раковины, напоминающий шум прибоя. Его глаза закрыты, на лице мечтательное выражение. Словно услышав шум далекого океана, он погрузился в мир странствий, позабыв о реальности, устремляясь мысленно вдаль, куда зовет его едва различимый звук волны, бьющийся прибоем в ракушке. Обнаженное тело ярко освещено солнцем. Короткая тень говорит о полуденном солнце, падающем со спины мальчика. Солнечные блики высвечивают загорелое тело и голову, ложась светлым абрисом на плечи, и придают всей фигуре светящийся ореол. Кроме мальчика, никого больше нет на картине. Одинокая фигура юного мечтателя четко читается на фоне находящихся в тени рыбацких домиков. Они в центре картины группируют синее пятно, контрастно подчеркивающее освещенную фигуру мальчика. Рыболовецкие домики и сарайчики на первый взгляд хаотично разбросаны по прибрежному песку. Но это не так. Если дать глазу спокойно скользить по холсту, то можно заметить, как домики группируются в синие пятна, создавая симметрию, звучащую в тон морскому заливу. Домики располагаются по кругу, вторя покатому берегу, виднеющемуся вдали, окружьем, замыкающим вход в бухту. Покатые крыши, чередующиеся с прямыми, вперемешку со столбами, вбитыми в песок, создают ритм, похожий на рябь воды, гребешками острых крыш, поднимающимися с гладкой поверхности. Да и вся композиция картины состоит из чередования округлых, крупных очертаний поселка, берега и даже дуг сетей в перемежениях треугольных, прямоугольных и ромбовидных крыш, на которые взгляд наш падает сверху, будто мы тоже находимся на одной из них, стоим и смотрим вниз на открывающийся взору простор. Поселок пуст в полуденную жару, но все говорит о рабочей обстановке. Пустые лодки. Некоторые из них сушатся, перевернутые вверх дном, или для ремонта.
ведро, где блещет вода. Натянутая короткая проволока, на которой висят несколько сушеных рыбешек. И, наконец, сами сети. Невесомыми дугами качели, опоясывающие дома. Рыболовные сети, накинутые на простые неказистые столбы и перекладины из тонких бревен, создают своим сине-прозрачным цветом некий романтический ореол всему берегу бухты. Автору мастерски удалось передать это синим цветом, словно погружая изображение в синюю дымку, окутывающую все пространство картины в мечтательное состояние мальчика. При этом разделяя пространство с помощью светлых и темных полутонов. Это дает ощущение графичности и чувство нереальности с почти отсутствующими тенями. Тонкие мазки в синей полупрозрачности сетей позволяют ощутить легкость морского воздуха и даже почувствовать его солоноватую свежесть, напоенного яркостью свечения солнечного дня у моря. Рыболовецкие домики спускаются по отлогому песчаному берегу вниз к воде, где тихая и спокойная, абсолютно ровная водная гладь, но с легкими, почти незаметными волнами, написанными художницей переходами от нежно-голубого до светло-бирюзового цвета. Лишь у берега мелкая волна с белым гребнем омывает краемку извилистой линии песчаного берега бухты, где стоят на приколе 3 рыболовецкие шхуны. Это старые моряки, видавшие много на своем веку. Их корпуса уже покрыты ржавчиной. Мачты голы, и лишь морские чайки, кружась над ними, нарушают их покой. Береговой изгиб бухты такой же плавный и округлый, как крыло морской чайки, летящей над рыбацким поселком, расположившимся в заливе бухты. Морской простор бесконечен, и вдали он сливается с небом, а вдалеке виднеются небесно-голубые, почти невесомые водные просторы. Сливаясь с линией горизонта, они переходят, словно поднимаются в красивый светлый небосвод, воспаряясь в небо белыми облаками. Облака напоминают клубы дыма над водой, густые и парящие одновременно. Они подсвечены нежными розовыми оттенками от солнечного света, который пронизывает буквально все полотно картины своим невидимым присутствием, придавая яркость картине, даря ощущение радости солнечного летнего дня. Безмятежное состояние и покой в тишине водной глади, уходящей вглубь картины, дарит чувство понимания бескрайности моря, уходящего далеко за горизонт. Куда же уходит море? Как известно, все моря впадают в океан. Океан – бесконечная стихия. И здесь в картине океан – это воплощение мечты и вдохновения, свободы и духа приключений, свойственное, наверное, всем мальчишкам. И даже в раковине можно найти призыв к далеким свершениям, которым зовет океан. И мы с вами, благодаря этой картине «Мой океан», окунаемся в мир мечтаний, в далеких странствиях,
мальчишки, сушающего раковину на крыше. Видео, а также текст подготовила и читала Айгуль Амарова. Снова брызги красок, воздушные шарики, смеющиеся асики пробегают, сменяя кадр. Конец. Детские забавы не прощаются с вами. До новых встреч!